ба наздики як созмоне ки сатҳи коррупсия дар кишварҳои ҷаҳонро мониторинг мекунад гуфт ки тоҷикистон яке аз кишварҳои фасодзадатарини дунё аст. мо дар кишварҳои осиёи миёна фақат аз туркманистон пеш ҳастем. дига дар ҳама ҳолат яке аз дар ҷаҳон яке аз кишварҳое мебошем ки дар сатҳи фасод дар зинаи аввалин меистем. бародар ва хоҳрони азиз, тамошобинони гиромӣ, пеш аз ҳама ман инҷо як коршиносро даъват кардам, нафаре ки солҳои сол дар байни ҷомеа буд ва ин масъалаҳоро пайгирӣ мекард ва ҳоло яке аз фаъолони сиёсии тоҷикистон маҳсуб мешавад, рӯзноманигор, фаъоли сиёсӣ устод Темур Варқӣ. дар барномаи имрӯзаи мо ҳузур доранд. устод Темур Варқӣ, шуморо ба барномаи фардои Тоҷикистон хушомедед мегӯям. дуруд бар шумо. ташаккур Шавкатҷон, дуруд ба шумо ва бинандагони азиз. сараввал мегуфтед ки чӣ гуна ба баданаи ҳукумати Тоҷикистон коррупсия ҳамчун як беморӣ сироят кардааст. бифармоед. бубинед, чӣ ки тоҷикҳо мегӯянд, об аз боло лой аст. Дуруст аст? Таким образом, основная причина, я бы сказал, онкологического заболевания, ракового заболевания, коррупция, которая охватила все таджикское общество и все государство, это сама фигура Эмомали Рахмона. С самого начала своей власти Эмомали Рахмон предпринял все шаги для узурпации власти. Это концентрация неконтролируемой и никем не ограниченной власти в одних руках. У нас с самого начала больше не существовало независимых судов. С самого начала Эмомали Рахмон и его команда предприняла атаку на журналистов, на свободу прессы. Мы должны помнить, что во время гражданской войны Эмомали Рахмон был представителем Народного фронта под красным флагом, воевавшим против реформаторских сил, которые выступали за независимость и за реформы в Таджикистане. И мы должны помнить, что основной, один из самых серьезных ударов, который был нанесен и ущерб, непоправимый ущерб таджикскому обществу и будущему Таджикистана, это была целенаправленная резня, истребление журналистов, независимых журналистов. Около 87 журналистов было убито боевиками Народного фронта. И первой жертвой сангаковских боевиков был Мурудулло Ширалиев, депутат Верховного Совета, несмотря на то, что он был коммунистом, за то, что он сделал замечание боевикам Сангака, что они нехорошо себя ведут в столице, в городе, не цивилизованно, не культурно, он был ими убит. С самого начала окружение Эмомали Рахмона, психология, менталитет этой силы, которая привела Эмомали Рахмона к власти, была нетерпима к критике и к слову, критическому слову. И именно в этом главная причина, что эта власть целенаправленно убивала журналистов, закрывала газеты, сажала журналистов в тюрьму, избивали журналистов. инҷо ба як чизи муҳим шумо ишора кардед, гуфтед ки
ҳукумати тоҷикистон таҳаммули танқидро надорад, лекин дар баробараш чоплуси матҳу саноро ниҳоят хуш дорад. ман инҷо ба шумо як савол дорам ки ҳамин матҳу сано ҳама вақт фақат пул наметавонад коррупсия бошад. оё шумо ки ҳамчун нафақат рӯзноманигор инчунин шоир ҳам ҳастед ва шеър ҳам эҷод мекунед, мегуфтед ки ҳамун матҳи саногӯӣ оё коррупсия намешавад? 100% на 100% я с вами согласен, что это одно из самых серьезных и тяжелых коррупционных преступлений. Это подкуп должностного лица лестью. И я надеюсь, я думаю так, может быть, я увижу это своими глазами, мне хотелось бы на это надеяться или нет, но я надеюсь, что молодые поколения или следующие поколения в Таджикистане увидят это своими глазами, что подкуп лестью, особенно первого лица должностного, будет приравнен к взятке, к уголовному преступлению, к развращению власти, к подкупу и посягательству на, так сказать, честь и достоинство, понимаете? Потому что лесть это болезнь, это серьезное преступление. То, что пишут стихи, лично в адрес имама Али Рахмона, возвеличивая его до тени Бога, до чуть ли не пророка и так далее, это все очень опасное явление. И это должно преследоваться по закону. Эти люди должны отвечать за преступления, которые соотносятся с коррупцией. бубинед дар вақте ки ба диёрҳо ба ноҳияҳо раис ҷумҳури кишвар сафар мекунад, дар сафарҳо кӯшиш мекунанд ки ба ӯ матҳу саноҳои махсус омода кунанд. масалан гирем пояндозҳои махсус омода кунанд ва пешвозгирии махсусро омода кунанд ва баъзе аз корхонаҳои хурд ё ин ки сартарошхона, кошонаи ҳусн, масалан гирем ягон фермаи говпарварӣ, бузу бузғолапарварӣ масалан гирем барои ифтитоҳаш омода мекунанд. оё вақте ки як раис ҷумҳур, як ходими сатҳи аввали кишвар ба як ноҳия сафар мекунад, ба ӯ махсус матҳу сано омода мекунанд, махсус ҷой омода мекунанд барояш ва махсус пояндозҳо омода мекунанд, то замини киштзор, то замини гандум пояндоз андохта мебаранд. магар ҳамин сардафтари ё сарлавҳаи коррупсия нест? як коррупсияи ошкор, яъне як порадиҳии ошкор ҳисоб намешавад? яъне дили ӯро ба ҳамин ҳолат ба даст овардану наранҷонидан, яъне ҳама мехоҳад бо ҳамин роҳ дилро ба даст гиряду корашро ҳал кунад. яке аз мақсадҳои пора додану яке аз мақсадҳои фасод ҳам ҳамин аст ки дили масъул, дили мансабдорро ба даст мегирӣ ва кори худатро ҳал мекунӣ. оё ҳамин коре ки дар ноҳияҳо раисони ҳукуматҳо иҷро мекунанд, дар вилоятҳо раисони ҳукуматҳои вилоят иҷро мекунанд, оё ин коррупсия ё фасод ҳисобида намешавад? Вот посмотрите, я, отвечая на ваш вопрос, выбрал вот такую фигуру. Это куб, я закрываю нижнюю часть, и вы видите подобие пирамиды. В этой пирамиде, во главе пирамиды стоит имам Али Рахмон, и как мы часто слышали уже, когда вот эти вот нижние кубики попадаются на коррупции, и когда граждане предъявляют им претензии, они говорят: кто ты такой? Я здесь имам Али Рахмон, я здесь пешво, я решаю. То есть они дают взятку выше стоящему
тот дает взятку вышестоящему, все стекается в руки вот этого коррупционного, самого главного, который во главе угла. Эти все коррупционные звенья вот этого, этой фигуры, это он построил эту пирамиду, коррупционную пирамиду, он на них опирается. Они говорят, я здесь Эмом Али Рахмон, я здесь Пешво в этом районе, в этой области, в этом кишлаке, или там, я не знаю, вот это моя сфера, моя делянка, то ли это будет в сфере бизнеса, то ли это в сфере какой-то отрасли экономики или государственного управления, и они, каждый из них, считают себя маленькие ханы, маленькие царьки. Он построил коррупционную монархию с опорой вот на всех этих. Это он создал условия коррупционные, он заразил их всех, и он опирается на них всех. И вот эта вся больная, вот эта вот раковая опухоль, которая сосет кровь и жизнь таджикского народа. Вы понимаете? Конечно, они подкупают его, встречают его, они собирают с людей, снимают последнюю шкуру, собирают, если вы помните, и компоты собирают, деньги собирают с учителей, с врачей, для того, чтобы встретить вот этого главного коррупционера. Для него поле асфальтируют, чтобы приземлился вертолет, вместо того, чтобы там посеять что-то, чтобы народ это ел на этом поле. Они его асфальтируют. Выброшенные деньги на ветер, он туда прилетит, может быть, еще через год или полтора или два. Они будут ломать этот асфальт, чтобы вынуждены будут ломать этот асфальт, чтобы снова засеять там поле. Или это будет отнято у людей из экономики, вынута эта часть. И люди там не смогут ни пасти скот, ни что-то выращивать. Конечно, я с вами полностью согласен. Акрун инҷо як банди саволу ҷавоби барномаямонро хулосагирӣ мекунем. яъне аз ин мебарояд ки ошкоро дар пеши чашми мардум маънаван раис ҷумҳури тоҷикистон пора мегирад. яъне ошкоро маънаван бидуни пул ё доллар ё евро ё чизи дигар не, бо маънавиёт пора мегирад. ва ин ҳам пинҳонӣ нест. дар пеши чашми мардум фасодкорӣ, як кори фасод дар пеши чашми мардум. агар раис ҷумҳур ба фасод даст намезадагӣ бошад, ҳамин кор агар фасод набошад, раис ҷумҳуре ки ба шиносоӣ ниёз надорад, ҳама ӯро мешиносанд. раис ҷумҳуре ки ба ягон реклама ниёз надорад, ҳама ӯро мешиносанд. ҳамчун раис ҷумҳур ҳама ӯро эҳтиром мекунанд. пас вақте ки чунин аст, ба ӯ мадҳу сано хондан ҳам пора аст, ба ӯ пояндоза андохтан ҳам пора аст, ба ӯ чанд биноҳои фермаю дига кошонаи ҳусну сартарошхонаю ин чизҳоро ҳам омода кардан, яъне як намуд пора аст. яъне дили ӯро ба даст овардан. намешавад ки дили ӯро масалан гирем дар як ноҳия агар 150 000 аҳолӣ зиндагӣ мекардагӣ бошад, ақаллан барои 1000 нафар ҷои кор кушодан агар раис ҷумҳур лента мебурид, ин чизи дигар буд. кошонаи ҳусн кушодан агар ягон комитети маҳалла максимум набошад, комитети маҳалла набошад, раиси ҷамоат, баландаш раиси ҳукумати ноҳия. аммо меравад президенти ҷумҳурии тоҷикистон, ҳеҷ ҷои кушоданӣ нест ва ягон ҷое нест ки бояд ба мардум нишон диҳад ки ӯ кор карда истодааст, меравад лентаи кошонаи ҳуснро мебурад биноӣ. ана барои ҳамин ҳам инҷо мешавад гуфт ки сардафтари ва сарлавҳаи асосии коррупсия ва фасод дар тоҷикистон
кирдорҳои ошкорои худи раис ҷумҳури тоҷикистон аст ва ин аст ки вақте ки як нафар ошкоро ба ҳама нишон медиҳад ки ба фасод даст зада истодааст, ба коррупсия даст зада истодааст, анакунун саволи ман ин ҷо аст ки оё шумо фикр намекунед ки ба сабаби ҳамин забонкӯтоҳиаш ки худаш ошкоро ба фасод даст мезанад наметавонад пеши фасодро бигирад? Ба ин чӣ мегӯед шумо? Посмотрите, некоторые полагают, что Эмомали Рахмон не в курсе, что он, возможно, огражден какими-то врагами, которые не дают ему всей информации о том, что происходит в Таджикистане. Это он приезжает в район, и ему пускают пыль в глаза, он разрезает ленточку цеха, швейного цеха, который не электрифицирован. Привезли туда за 2 дня, поставили швейные машинки, привезли этих женщин, которых он, возможно, уже видел. Этих женщин возят каждый раз вместе с ним. Да. Значит, если мы допустим такую мысль, что он не понимает, значит, у нас во главе Таджикистана находится дебил, который не владеет ситуацией, не контролирует ситуацию, и который человек, не соответствующий своим служебным полномочиям. Но, скорее всего, Эмомали Рахмон, я надеюсь, что он не полный дебил, что он понимает, он видит одних и тех же людей, которые его сопровождают, их переодевают, и он, наверное, понимает, что не может работать швейный цех без электричества, который он продал в Афганистан. Он, наверное, понимает, то есть он сознательно играет в этом спектакле, пускает пыль в глаза людям, показывает это по телевизору, и те люди, которые его встречают, организовывают для этого этот фарс, этот спектакль, вместо того, чтобы создавать реальные рабочие места, они пускают пыль в глаза населению. Это совершенно безответственная, совершенно бессмысленная игра, которая хорошим делом не закончится. Они друг друга обманывают, и все понимают, что это обман. И народ это видит и понимает, что это обман. Как только он улетает обратно, Эмомали Рахмон, визит заканчивается, этот домик ломают, это оборудование демонтируют, и нет никаких рабочих мест. Но в статистику они входят. Вот он открыл, и он потом в ежегодном послании говорит: мы открыли 500 тысяч рабочих мест. Где эти рабочие места? Как они могут существовать без электричества? Как они могут платить налоги? Где эти люди, которые работают? Фикция на фикции, фикция на фикции. Но это как, знаете, как при Чингисхане нижний маленький хан дает дань, лесть и так далее Чингисхану, и тот ему разрешает воровать на своем месте. Делай, что хочешь. Понимаете? Вот в чем дело. бале. шумо худатон чӣ фикр доред? Масалан гирем инҷо мо як ниҳод дорем, агентии зидди фасод. Яъне ин агентӣ зидди фасод мубориза мебарад дар Тоҷикистон. Аммо соли 2006 ин агентӣ ташкил шуд, чуноне ки пештар ҳам дар ин бора чанд бор гуфта будем. Соли 2006 ин агентӣ ташкил шуд. аз рӯзе ки ин агентӣ ташкил шудааст, яъне мубориза бо фасод, Тоҷикистон то рафт ба ботлоқи фасод, ботлоқи коррупсия ғутавар мешавад. Аммо ҳеҷ не ки ин агентии мубориза бо коррупсия Тоҷикистонро як камтар бошад ҳам аз ин ботлоқи фасод берун орад. баръакс пеш аз ташкили ин агентии Тоҷикистон як каме
дар зинаҳои болотар, дар радаҳои болотар дар индекси фасод меистод. аммо баъд аз ташкили агентии зидди фасод тоҷикистон якбора то рафт ба ботлоқи фасод ғута хӯрда мегирад. ин барои чи аст? ба фикри шумо чаро чунин шуд? ба ҷои он ки агентии зидди фасод биёяд, мубориза барад ва тоҷикистонро аз ботлоқи фасод берун кашад, лекин то мерад, то гарданаш Тоҷикистон ба фасод ғута хӯрдааст. Смотрите, в нормальном государстве существуют такие структуры, в Таджикистане они тоже существуют номинально, которые должны бороться с различными видами преступности и контролировать соблюдение закона, как Министерство внутренних дел, как прокуратура. Ну, у нас даже этим занимается Комитет национальной безопасности, хотя это не его прерогатива. И в условиях, когда волкам поручено охранять стадо, добавляют еще одно ведомство, как агентство по борьбе с коррупцией, для того, чтобы дать ему возможность, этому агентству, больше воровать в этих условиях, потому что созданы правила игры. В созданных Эмомали Рахмоном правилах игры по-другому быть не может. Вы можете назвать агентство по борьбе с коррупцией, вы можете назвать агентство другими какими-то именами, но даже вы они могут создать агентство по борьбе с лестью там, и так далее, и это агентство в условиях Эмомали Рахмона будет отличаться самой большой лестью в отношении, так сказать, тени Бога на земле. Просто такие созданы условия. Такие правила игры создал Эмомали Рахмон. Понимаете? В нормальных условиях, в нормальном государстве, в цивилизованном государстве, такое агентство, как агентство по борьбе с коррупцией, в нем нет нужды, потому что есть другие органы, которые выполняют, чья обязанность выполнять эти функции, дублировать, брать еще одного, создавать структуру нахлебника второго, можно только вот в диктаторских режимах, который создал Эмомали Рахмон. اینجا من یک چیز دیگر رو در میان گذاشتنیم. بیشتری وقت همین اگنتیه که ما نمبر کردیم این طور میکند، یا معلم رو بازداشت میکند، یا کدام میلیسه قطاری رو بازداشت میکند، یا دکتر رو بازداشت میکند که در اینجا مردم چی کروپسه میتید، چند پول میتید. یک زکات استاد 5 سومون 10 سومون میسد برای دانشجو، یا یک مثلا گرم یک دلی دکتر رو به دست گرفتنی شود به کیسهش 5 سومون یا 10 سومون می اندازد، یا یک دلی میلیسه رو یک اوچاسکوی رو به دست گرفتنی شود 80 سومون 100 سومون میدهد. برای چی کروپسیونران کلان، نهنگان کلان رو بازداشت نمیکنند؟ و مثلا گریم اگر 100 دکتر رو با رشوه بازداشت کند، پولی یک منصبداری کلان یا وزیر یا رئیس کمیته نمی شود، پوره گرفتگیش نمی شود. یک منصبداری کلان مثلا گریم به نزدیکی و ما یک نامه آمدگی بود برای آن که به مکتب، به ساختمان مکتب از حساب بودجه پول گذراند، یک مخصوص نهاد بوده است 4/1 حصه پول رو کسی که همین تندر رو میخواهد غلبه کند و ساختمان مکتب رو بگیرد، به همین نهاد 4/1 حصه پولی مکتب رو وعده میکرده است. اگر فرض کردیم ساختمان یک مکتب 1 میلیون دلار باشد، کسی که همین مکتب رو میسازد 750,000 دلار رو میگیرد، 250,000 دلارش رو به همون نهاد میدهد تا اینکه در تندر او را غالب شده اعلان کند و همون به ساختمان مکتب مشغول شود. برای چی این گونه نهنگان را بازداشت نمی کنند و این گونه نهنگان را از حساب کمانده خود
اختیار میکنن. یعنی ببینید اکثریت عملداران کلان از یک محل، از یک ناحیه، از یک اولاد هستند. اکثریت نهنگان کلان، عملداران کلان، منصبداران کلان از یک اولاد هستند. اینا میبینن یک نهاد تشکیل کردن، اگنتی ضد کروپسیه، فقط سر کارشان با کارمندان قطاری، با معلم مکتب، معلم کالج، معلم دانشگاه یا دکتری ناحیه، همین طور است. Но ведь не зря в народе агентство по борьбе с коррупцией называется агентство по коррупции. Даже просто говорят коррупция. Он работает в коррупции. Значит, это агентство создано не против коррупции, а для защиты коррупции. Для защиты главных коррупционеров, для защиты самого главного коррупционера и всех его, так сказать, товарищей по банде, по организованной коррупционной преступной группировке. Это агентство служит для защиты вот этих коррупционеров. И для того, чтобы показать видимость работы, конечно, они могут атаковать, нападать только на беззащитных, на учителей, на врачей, на дихкан, на мелких, средних предпринимателей, те, которые не связаны с семьей, у которых нет там каких-то того там, или своей руки. Лохматой, волосатой. Но кроме того, конечно, это агентство по борьбе, так называемое агентство по защите коррупции, оно имеет свою дань. Оно имеет свою дань. Им очертили какой-то круг, какой-то сектор, который они могут доить. Более или менее какие-то крупные, ну не крупные, но средние, так сказать, предприниматели, с которых они могут собирать дань. Но с ними они предпочитают договариваться, брать взятку, да, и предпочитают договариваться. А с мелкими, ну как, о чем можно, разве может их удовлетворить эта мелкая взятка, так сказать, от имени учителя или врача? Конечно, нет. Но для статистики они преследуют их и сажают, даже штрафуют и сажают. То есть народ получается под двойным и тройным гнетом. И роги ягонаи халос шудан аз фасод, яни фақат инқилоб аст? Ташакур барои саволтон. Инча бубинет. Як чиз илова кардани дорам. Сам принцип подбора кадров, профессиональных кадров. Те, кто сегодня, я не вижу сейчас комментариев, там наверняка есть фабрика Джавоп, фабрика троллей, которые пишут, что мы, может быть, не правы, а они правы. Я хочу им задать вопрос, есть ли у них на памяти, помнят ли они хоть раз, чтобы кто-то из членов правительства, из профессионалов каким-то образом критиковал Эмомали Рахмона или критиковал правительство, работу правительства, выразил несогласие по тому или иному вопросу. Если мы, допустим, возьмем за основу то, что наше правительство, таджикское правительство состоит из профессионалов, и то, что профессионалы эти высококвалифицированы и знают свое дело,
И это значит, что между профессионалами могут быть разные взгляды на то, как должно развиваться государство, как должна развиваться экономика и так далее. Разные взгляды на разные вопросы. И значит, между ними должны быть какие-то дискуссии. Слышало ли общество о таких дискуссиях? Слышало ли общество о выражении несогласия с тем или иным решением власти, правительства? У нас Эмомали Рахмон возглавляет как государство, так и правительство. Это разные структуры. Да? Никто из нас не слышал ни по поводу повышения цен на связь, мобильную связь, ни по поводу сим-карт, ни по поводу паспортов, ни справок, которыми занимается ФАРОС и так далее. Ни один член правительства не выразил несогласия в связи с какими-то неправильными, неверными, незаконными, ошибочными действиями руководства. Таким образом, мы приходим к выводу, что подбор кадров происходит не по принципу профессионализма, а по принципу лояльности. Значит, подбор кадров. И это само отвечает на вопрос, почему все гениальные руководители у нас из одного района, из одного кишлака. Почему другие кишлаки не рождают гениальных руководителей, другие районы, другие области не рождают таких успешных, гениальных руководителей или бизнесменов. بله شما با سوال من جواب نگفتید. Да, я возвращаю, я иду к этому вопросу. Значит, потому что эта структура власти построена по принципу лояльности. Значит, если среди этих людей, которые служат лояльности этому главному коррупционеру, найдутся порядочные профессиональные люди, которые предпримут необходимые шаги для изменения власти, это будет лучший вариант, бескровный вариант. Но международная правовая практика, статьи Конституции США, конвенции ООН позволяют народу в случае, если исчерпаны все другие способы воздействия на власть, восстать против тирании, против деспотии, против диктатуры. Есть такое право у народа. Это право закреплено за международными законами. Поэтому, если у народа не останется другого пути, кроме как кардинального изменения ситуации в Таджикистане, когда народ выступает в качестве врача, который вырезает онкологическую опухоль, то народ должен воспользоваться этим своим правом. Суть человека, характер человека таков, что если он бесконтролен, над ним нет надзора, он не боится никого, ни закона, ни Аллаха, никого не боится. Он начинает деградировать, начинает воровать, начинает совершать преступления. Поэтому я согласен, надо начинать об азболо лояс, надо сверху начинать. Как немцы говорят, лестницу чистят, подметают сверху. Мы можем снизу, или Рахмон, кого-то снизу подмел, почистил, показать народу, что он борется с коррупцией. Надо сверху начинать подметать лестницу. И весь этот мусор, это называется люстрация в демократических странах. После смены власти надо подмести всех этих, люстрировать, всех главных коррупционеров. Фарходжон сказал монополии. Монополии не появились на пустом месте. Монополии создал Рахмон. Монополии возглавляют его родственники, его семья возглавляет.
Если мы поменяем, допустим, только Рахмона, придет Рустам или придет другой коррупционер, ничего не изменится. Я полностью согласен с Фарходом. Поэтому надо менять правила игры. У нас есть конституция, у нас есть законы, но они не работают. Мы должны после смены власти, народ, как я уже говорил, имеет право, законное право на восстание, на смену власти. Прошу прощения. После смены власти, что надо делать? Для того, программа так и называется «Фардой Таджикистан». Что мы должны делать для будущего Таджикистана? Мы, как я считаю, мы должны восстановить конституционный строй, восстановить верховенство закона. У нас хорошие законы, но они не соблюдаются. Для того, чтобы соблюдались законы, должны быть прозрачные выборы. Для прозрачных, свободных выборов должна быть политическая конкуренция. Должны функционировать свободно политические партии разного мнения. Допустим, даже пусть коммунисты, социал-демократы, демократы, социалисты, аграрная партия, партия исламского возрождения, другие какие-то партии. И этот плюрализм мнений должен происходить обмен мнениями. Они друг за другом, они друг друга должны контролировать. Нужно восстановить свободную прессу, свободный адвокатский корпус. Сегодня адвокаты лишены голоса. Сегодня у нас нет суда, есть Говсуд. Независимый суд должен быть, который не зависит от воли того, кто придет к власти. Этот независимый суд должен принимать решения, как вот недавно в Узбекистане произошло, против зятя президента Мирзиёева. Был решен спор в суде по поводу земельного участка. В Таджикистане нужно восстановить верховенство закона. Поэтому, как я уже сказал, политическая конкуренция между партиями, договор должен быть внутри общества, между этими партиями. Такой договор, как мы заключили в Национальном альянсе Паймони Милли Таджикистан, между различными политическими силами мы заключили. Наша цель — реформы в Таджикистане. У нас могут быть разные мнения, но мы за то, что вместе для достижения единой цели. Если народ платит налоги, то эти налоги должны распределяться равномерно для учителей, для врачей, а не так, как сейчас международную помощь Эмом Али Рахмон получил $500 миллиарда и украл, а потом крохи отдал от своего имени. Украденную гумпомощь от своего имени подарил там Худжанду, Рустам от своего имени там кому-то тоже сделал какие-то подарки, и опять сфотографировали, и опять погрузили в машину, увезли. Такого быть не должно. Мы должны отменить платные дороги. Не должно быть платных дорог без альтернативных. Мы должны ввести конкуренцию в бизнесе. Бизнес должен работать свободно. Почему в Таджикистане самые дорогие авиаперевозки? Дороже, чем в Узбекистане, чем в Кыргызстане. Потому что там сидит Хасан Асадулло, монополия, который доит народ в 2 раза дороже. Невозможно, у нас наши граждане Таджикистана не зарабатывают в 2 раза дороже. И уровень жизни в Таджикистане не выше в 2 раза, чем в Киргизии, и в России, и в Узбекистане, чтобы наш рабочий платил в 2 раза дороже, чтобы приехать увидеть мать, детей своих и так далее. Это должно быть ликвидировано. Надо поменять правила игры. Надо вернуться к верховенству закона. И тогда система поменяется.